Андрей Рублев одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 4-6, 6-3, 6-4. В финале турнира Рублев встретится с хорватом Борной Чоричем, который в 1/2 финала обыграл Милоша Районича. В данный момент Рублев занимает 10-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов. На его счету 4 победы на турнирах под эгидой данной организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Турнир в Санкт-Петербурге завершится 18 октября. Футболисты Милана одержали победу над Интером в центральном матче 4-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе Россонери дублем отметился форвард Златан Ибрагимович. Единственный мяч черно-синих забил Ромелу Лукаку. Милан лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. Интер идет на 6-й строке, имея в активе 7 пунктов. В следующем туре подопечные Стефано Пиоли на своем поле примут Рому, а Интер в гостях сыграет с Дженуа. Московский «Локомотив» выиграл у Уфы в домашнем матче 11-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 67-й минуте забил полузащитник железнодорожников Жегаш Крыховьяк. «Лок» одержал 4-ю победу к ряду и вышел на 3-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе москвичей 21 очко. Уфимцы располагаются на предпоследней 15-й позиции, набрав 6 баллов. В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ротором», а Уфа в гостях встретится с грозненским Ахматом. Уфимский Салават Юлаев выиграл у омского «Авангарда» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-3 в серии буллитов. В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен, Маркус Гранклин и Петр Хохряков. Победный буллит на счету Никиты Сашнякова. У хозяев льда отличились Оливер Каски, Александр Хохлачев и Рид Буше. Салават Юлаев занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка. «Авангард» идет вторым, имея в активе 26 пунктов. В следующем матче уфимцы на выезде сыграют в Сочи, а омский клуб на своем льду примет Рижское «Динамо». Перейдем к событиям нашего региона. Якутские борцы не смогли завоевать медали в первый соревновательный день чемпионата России, который проходит в Наро-Фоминске. Первыми на ковер вышли борцы весовой категории до 57, 61 и 65 килограммов. Все представители якутской школы борьбы остались за бортом пьедестала почета, несмотря на то, что Петр Константинов и Дмитрий Аксенов вышли в малый финал. Оба якутянина проиграли схватку за бронзовую награду. Стоит отметить, что во всех весах первого соревновательного дня золотые медали завоевали дагестанские борцы. Программу чемпионата продолжат спортсмены категории до 70, 74 и 79 килограммов. Это все спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!